По поручению президента для развития транспортного коридора строится Чамчирский припортовой контейнерный терминал. Строительство объекта осуществляется в рамках программы льготного кредитования инвестиционных проектов, реализуемой Абхазией совместно с Российской Федерацией при финансовой поддержке «Инвесткапитал». Глава государства осмотрел ход работы. Ему рассказали, на каком этапе находится строительство. Лес, болото. Осушительные работы были проведены, лес срезан, пни выкорчеваны, замена грунта около 2 метров глубины, где-то в районе 20 тысяч кубов глины сюда вывезли, заменили грунт, привезли песчано-гравийную смесь, затрамбовали, инертный материал дробленый, щебень разных фракций, вывели под полотно и вот заливаем под бетонку и основной слой бетона, кубик. Такая технология, чтобы через какое-то там время, через неделю 2-3, скорость укладки бетона увеличилась на 2,5 раза. Мы это будем использовать как естественное палубу. Припортовой контейнерный терминал представляет собой площадку длиной 250 метров, 500 метров в ширину. Стоит отметить, что строительство данного объекта – это не только развитие транспортного коридора, но и организация рабочих мест для местных жителей. 1200 теусов – это единовременное хранение контейнера, фронт выгрузки 15 длиннобазных платформ. То есть это позволяет в 2 переподачи полносоставные поезда перерабатывать. За какое время? За 8 часов одна смена, 124 контейнера крупнотоннажных перерабатывается. 124 контейнера это 2 поезда. Два поезда. За инфраструктурой стоит система организации сервиса. Пожалуй, самый важный момент в данной работе – это процесс технологии перевозки грузов и сопряжения железной дороги и морского сообщения. Чтобы суда приходили и не попадали на демериджи, значит, это все необходимо сорганизовать. Эта работа тоже сейчас проводится. Кстати, вот интересный такой факт, что сейчас уже в нашем направлении идут 3 поезда. Да, один на Тихорецкой, другой Калуга-2, третий Батайск. И уже будет формироваться судовая партия с аммиачной селитрой удобрения. То есть мы, значит, синхронизируем. Мы еще не закончили, но уже можем перерабатывать. Кстати, вот за вами полувагоны с песком для аэропорта. Мы вот тоже, значит, социальную ответственность проявляем, помогаем им, да, переваривать, потому что таких возможностей нигде рядом нет. Сметная стоимость данного проекта – 826 миллионов рублей. 780 линия кредитная открыта, значит, в текущем году работают полноценно, пока от графика не отстают. У нас по линии мер господдержки предусмотрен ремонт дороги. А сейчас идет подготовка сметной документации. В рамках российской финансовой помощи мы будем 500 метров дороги, значит, делать как инструмент. Теперь основные проектные данные. Значит, самое главное, что на полную проектную мощность объект может выйти в течение 3 лет, так заложено в финансовой модели. Значит, уже коллега сказал, здесь единовременно можно от 600 до 800 контейнеров 40-футовых хранить, значит. Но для того, чтобы данный проект был эффективен, среднее количество в месяц пар поездов должно быть около 15. Это в среднем 1860. Глубокое понимание того, что этот, во-первых, этот, да, проект, значит, уникальный, во-вторых, уникальные возможности для его реализации созданы благодаря межгосударственному взаимодействию РФ и ИРА на вашем высоком уровне, высочайшем. Фантазии, идеи, как бы, и так далее, это все хорошо, но если нету толчка финансового, то это невозможно реализовать. Вот эти составляющие вещи, которые являются очень важными, это только с первого взгляда кажется, что мелочь. Без них не состоится в целом история. Это надо отслеживать, Ченцух. За этим надо следить. Это часть ответственности государства. Бизнес – это понятное дело, они свою ответственность несут. Поэтому раз потратили столько денег, нам доверили эти деньги, все это должно в конечном итоге привести к заведомому результату. Как часто это бывало, деньги закопали и забыли. Здесь такого не должно быть. У нас в практике таких много объектов, правильно? В которых деньги заморожены десятилетиями. Есть историческое наследство. Да, только такое и есть. Также в рамках данной программы был приобретен автомобильный подъемный кран грузоподъемностью 450 тонн. Страна происхождения Китай. ZPMC, компания тоже китаец. Ричстакерс весом 70 тонн с грузоподъемностью 45 тонн. В России есть аналогичный кран, только у нас он с дополнительными опциями, с системой суперлифта для большей грузоподъемности. Это, видите, такая рогатка, да, своего рода. И 150 тонн противовесов.
Объединенная судостроительная компания Российской Федерации приобрела такой же кран, но 120 тонн противовесов и без системы суперлифтов. Наличие подъемного крана позволит перерабатывать здесь грузы, вес которых составляет 130 тонн. По контракту из Китая приехал инженер китайской машинно-строительной компании. Сейчас он обучает местных специалистов пользованию и управлению краном. Допустим, у Новоросса, у порта Новороссийска ограничение по грузоподъемности 90 тонн. Они не принимают к перевозке, к переработке грузы, которые весят больше 90 тонн. Наличие этого крана здесь позволит нам перерабатывать грузы, значит, вес которых составляет 130 тонн. То есть это наше конкурентное преимущество. Вот вы говорили о том, чтобы синхронизировать работу вашего предприятия с железной дорогой и с портом. Да. А портовые возможности у нас какие в этом плане здесь? По поводу портовых возможностей, значит, все вопросы, соответственно, совместно в тесном взаимодействии прорабатывались. И данный кран, который мы видим сегодня, он также с нами согласовывался, и все, скажем так, технические его характеристики для установки его в порту, они были предусмотрены. Да, там проект проработан, уже определенный объем необходимого оборудования уже завезен, что-то еще в пути. И думаю, к августу месяцу мы уже эти работы начнем. Также был приобретен контейнерный погрузчик грузоподъемностью 45 тонн. То есть крупнотоннажные контейнеры весом максимальным 45 тонн могут выгружаться с железнодорожной платформы через площадку на автомобильный грузовой транспорт. А он возит с собой? Да, он возит его с собой, на себе возит. Завершение работ на данном объекте планируется в августе этого года, а ввод в эксплуатацию в сентябре. Главой государства также был осмотрен участок автомобильной дороги, который идет в направлении порта. Там происходит подмыв дорожного полотна со стороны моря, поэтому необходимо провести укрепительные работы, построить волноотбойную стену и уложить специальные блоки из бетона, чтобы защитить береговую линию от размывания. Всего нужно укрепить 700 метров дорожного полотна. Лаура Капш, Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.